Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. В выходные в Казани прошел финал конкурса «Мисс Татарстана-2019». И поделиться своими эмоциями, рассказать, как это было. К нам пришли Изольда Сахарова, президент общественной организации «Мисс Татарстан», Ралина Арабова, «Мисс Татарстан-2019» и Дарья Лебедева, «Мисс Казань-2019». Доброе утро. Здравствуйте. Вы просто озарили всю нашу студию. Очень приятно вас видеть. Изольда Генриховна, что отличало нынешний конкурс и нынешнюю церемонию? Расскажите, пожалуйста. Каждый год задается один и тот же вопрос. И, безусловно, мы каждый год уже в 21 раз стараемся сделать наше шоу заключительное, финальное, не похожим ни на один предыдущий. Да? Поэтому каждый раз конкурс имеет тему такую дизайнерскую, которая воплощается во всех вариантах. Оформление сцены, костюм конкурсанток, полиграфии, которые сопутствуют этому. А в этом году это был белый и черный цвет. И все, что связано с таким противопоставлением белого и черного, то есть это инь-янь, например, там женское, мужское и так далее. То есть много всяких идей мы закладываем в режиссуру нашего конкурса каждый раз. И, собственно говоря, стараемся сделать очень ярким и зрелищным наш финал. Давайте немножечко и поговорим с нашими участницами, конкурсантками, а самое главное, победительницами. Поздравляем вас, девушки. Да. Несомненно, мне кажется, это такое значимое событие в ваших жизнях. Да? Ралина, скажите, пожалуйста, какие полномочия у вас ожидаются в этом году? Вы уже знаете, ознакомились с ними? Да, конечно. В апреле я буду участвовать в конкурсе «Мисс Россия». Дай бог, но сначала у нас будет... Да, насчет «буду» и «дай бог» это надо еще... Да, потому что в марте будет сначала финальный кастинг. До которого нужно дожить и сохранить свою форму. Форму привести в порядок все, да. Да, и быть достойными уже выйти в финале «Мисс Россия». Но финальные этапы, разумеется, мы проходим и очень надеемся, что будем выступать очень достойно. Да. Мы желаем вам удачи и верим в вас, конечно же. Спасибо большое. Дарья, а вот вы, насколько мы знаем, отличились своей группой поддержки. Да, за меня болели девочки из команды волейбольной «Динамо Казань». Ого! Великолепно. Они пришли было девочек около 20 человек. Так как у меня родители там работают, это их воспитанницы, и они очень болели за меня, очень хотели, чтобы я выиграла. Родители или девочек? А девочек заставили, да? Были большие плакаты, это действительно было очень зрелищно. Великолепно. То есть вас пришли поддержать и от души поддерживали. Это, то есть, было не какое-то наставление, да, скажем так, тренерское. Это от души. Они знают вас. Потому что я за них болею, хожу, они тоже. Великолепно. А что самым сложным было для вас при участии в конкурсе? Очень сильно волновались наверняка. Ну, конечно, волнение присутствовало. Просто у кого-то в большей степени, у кого-то чуть меньше, но всегда все волнуются. Это, конечно. А самый сложный конкурс для вас? Можете отметить для себя, да, сейчас можете нам сказать, вроде все прошли и все прошло, но что-то было сложнее, чем другие какие-то моменты в конкурсе. Да, был нюанс, который я расскажу чуть позже. Расскажите, да, ваша версия. Да, скажите, пожалуйста, Ралина, что вы можете отметить? Ну, самое сложное, это, конечно же, первый выход. То есть, когда ты только выходишь на сцену, видишь зрителей, и волнение присутствует, и когда нужно проходить одной на визитке, тоже очень сильно волнуешься, конечно же. Да, когда выходишь в группы, еще более про это нюанс, я скажу. У Ралины расстегнулся замочек на юбке. Но она, не моргнув глазом, все взяла в свои руки, в буквальном смысле. Придержала юбку. И все, слава богу, случилось благополучно. Вот, собственно, то, что вы говорили. Кто-то справляется с волнением, а кто-то нет. Вы справились. Дарья, а что было сложным для вас? Для меня, наверное, блиц-опрос, потому что мне кажется, что волнение иногда не до конца раскрывает человека. Я думаю, это самый сложный этап был. А вопросы наверняка были каверзные. Ну, вопросы были не такие сложные, но... Но в тот момент... Да, в тот момент было отвечать сложно.
Да, если что-то где-то дойти, да, конкурс, когда надо пройти, что-то сделать, связанное именно с физическим действием, еще как-то можно справиться. А там, где нужно быстро, быстро нужно думать, здесь это уже невозможно. Здесь волнение мешает. импровизация, и, конечно, девочкам очень сложно. В зрительном зале, когда ты смотришь, и там, как это она там не помнит, а иногда, когда человек волнуется, он забывает даже свое имя. Поэтому, да, такое бывает. Тем более, многие из девушек выходят на сцену в первый раз. Но поверьте, что глупых девушек до финала, в общем-то, мы редко допускаем. Это да. Ну, что планируется, скажем так, в самом ближайшем будущем? Вот вы сказали, в марте пройдет отбор, Кастинг. да, кастинг. Заключительный кастинг, да, «Мисс Россия». Мы надеемся его благополучно преодолеть. И финал конкурса «Мисс России». Это первый этап, в общем-то, после нашего конкурса. И дальше, конечно же, участие в российских проектах и, безусловно, международных и конкурсах. И ежегодно мы привозим огромное количество побед. И конкурс уже в третье тысячелетие, десятилетие, господи, боже мой. Оговорочка очень хорошая. Это по Фрейду, видимо, да. Будем стремиться. Уже третье десятилетие конкурс вступил, и огромное количество побед в республику мы привезли, и уже поколение наших красавиц, которые приводят уже детей, а некоторые даже и внуков. Да, к нам в школу прежде всего, потому что ведь проект «Мисс Татарстан» — это не только и не столько только конкурс, а это прежде всего школа, где мы стараемся прививать навыки красоты, стиля, да, достойного поведения в обществе. Вот поэтому конкурс шагает, и мы надеемся, и будут новые победы, и уверены даже в этом. И, в общем-то, наша миссия мы будем нести, массы, да. Мы будем ее нести, продолжать. Спасибо большое, что вы пришли к нам, вы украсили нашу студию. Девочки, вам удачи. Мы, несомненно, гордимся тем, что у нас в Татарстане такие красавицы. Да. Я надеюсь, что все будут болеть за наши девушек. Спасибо вам, успехов вам. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show.